Сегодняшняя трагедия украинского народа, начало этому было заложено в 1994 году, как правильно говорит Андрей, в 1994 году, когда пытаются отделить Путина от Ельцина, Ельцина называя демократом, а Путина человеком, который начал или развязал войну. Нет, это не так. Это Ельцин развязал и Первую войну, и Вторую войну. Это он подписывал указы о начале бомбардировок Чеченской Республики и Грозного, и других объектов. Он подписывал приказ. И я помню, находясь в осажденном Грозном, когда у нас еще работали маленькие телевизоры, Ельцин, выступая, передавая власть уже Путину, он крокодильями слезами говорил о том, что он жалеет, что он сожалеет и жалеет о том, что он сотворил в Чечне в 1994 году за войну в Чечне. И это происходит в тот момент, когда он продолжает войну в 1999, 2000 год. Эта война идет, Грозный бомбят. Я сижу под этими бомбами, и сотни тысяч людей в Грозном находятся в подвалах. Гражданские лица, которые оказались там, они до конца не верили, что будет такая очередная война и очередная бомбежка Грозного, потому что Ельцин в свое время подписал договор о мире с Масхадовым, с Асланом, с нашим президентом, где он заверил и международную общественность, и российскую, и чеченскую, что с этого момента все вопросы, касаемые взаимоотношений России и Чечни, будут решаться исключительно мирным путем. Отказ от угрозы, отказ от применения угрозы силы. Все это было изложено, и, естественно, он дал второй раз. И представляя Путина, объявив его своим преемником, представляя его, назвал его окончательным решением чеченского вопроса. Вы вдумайтесь, слова «окончательное решение чеченского вопроса». Уже в истории было такое, когда один человек пытался окончательно решить вопрос евреев. И тогда, после Нюрнбергского процесса, весь мир заверил человечество, что они больше такое никогда не допустят. А вот видя представителя, которому президент России, президент ядерной державы поручает окончательно решить чеченский вопрос, мир замолчал или начал аплодировать. Кто-то замолчал, а кто-то начал задаваться вопросами. Who is Mr. Putin? Но все было очевидно. Все знали. Все знали, who is Mr. Putin. Знали его бэкграунд, откуда он взялся и что ему поручается. Однако весь мир занял его сторону. Вы знаете, события, которые сегодня происходят в Украине, почему я остановился на вопросе вот этого вопроса нашей конференции, потому что я хотел, чтобы вы обратили внимание, не только наши участники конференции. Я хочу немного освежить нашу память из прошлого. Начало этому было заложено в 1994 году. Русский фашизм воспрял и полным ходом стал на путь агрессии и уничтожения в 1994 году. Мы уже один раз, чеченцы, казалось бы, сегодня любой человек, который говорит о ситуации в Украине, должен был начать с того, чтобы говорить о чеченской трагедии. То это Всевышний сегодня нам всем дает знать, как можно смотреть на чужую трагедию, на трагедию, которую совершает малым народом, над малыми народом или малый народ, который переживает. Все тогда молчали, весь мир молчал. Сегодняшняя Украина в 1994 году, 5 декабря, подписав меморандум и заручившись гарантией от России, от Соединенных Штатов Америки и Великобритании о том, что им гарантирована территориальная целостность, они отказались от своей мощи. Это была третья держава в мире, ядерная держава. Они отказались
отказавшись, подписал этот меморандум, тут же, когда Ельцин начал войну в Чечне, официальный Киев занял позицию, что это внутреннее дело России. Соединенные Штаты заняли ту же позицию. Весь мир занял эту позицию. И сегодня, если говорить о том, что какую цену и какую лепту внес чеченский народ в борьбе с русским фашизмом, мы отдали огромную цену за это. Мы продолжаем платить бороться с ними и расплачиваться жизнями наших людей. И что мы наблюдаем сегодня очередной раз? История повторяется, дежавю не только лишь в бомбежке Киева или Харькова, параллели с Грозным или с Гудермесом или с Аргуном. Дежавю 1944 года. Вы понимаете, в 1944 году чеченцы находились на самой передовой войне с нацистами, с немецкими фашизмами. Брестская крепость. Защищали Брестскую крепость, защищали чеченцы и ингуши. Немцы были под Москвой, а чеченцы и ингуши продолжали оборонять крепость, Брестскую крепость. Встреча на Эльбе с союзниками. Кто встретился? Висаитов, чеченец. Кто водрузил флаг над Рейхстагом, над фашистским Рейхстагом? Один из них был чеченец. И что в результате чеченцы получили? В результате чеченцы получили депортацию, полную, поголовную депортацию чеченского народа, которая обошлась чеченцам 50% человеческих жизней. И нас, людей, которые стояли на передовой борьбе с нацистами и с немецкими фашистами, зачислили в разряд способников нацистов. И вот этот ярлык над нами держался 60 лет, до 2004 года, пока Европейский парламент не принял резолюцию, вернее, намерение или проект резолюции о том, что это был геноцид чеченского народа. Я не случайно вспомнил 1944 год, Вторую мировую войну. Что мы сегодня наблюдаем? Да, сегодня началась Третья мировая война. Но она началась не 22 или 24. Она началась еще в 2008 году. И кто был на передовой с этим русским фашизмом, когда началась Вторая мировая война? Чеченцы были на стороне Грузии и воевали за Грузию. Несмотря на то, что у них в Чечне продолжала война с этим же русским фашизмом. Однако Грузия, как страна, как государство, в последующем, даже получив от российской агрессии как отъем своих собственных территорий, и когда мы им предложили официальному Киеву подать в суд на Россию, используя свое право на основе резолюции Совета Европы, который был принят еще в 2001 году, о том, что любой член Совета Европы имеет право подать Россию в суд, Международный уголовный суд. Официальный Тбилиси во главе с Саакашвили, они отказались сделать это. И мы остались опять один на один. Они договорились и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки. Да, они потеряли территории, но в остальном они договорились и заняли абсолютно античеченскую позицию в вопросах независимости чеченцев и чеченского народа, и чеченского государства. За этим последовало событие в Украине. Что произошло? Отъем территории, начало провокационных и военных действий на оставшейся части в востоке Украины. Мы опять, кто там первым оказался в рядах на стороне украинцев? Это были чеченцы, которые стали вместе с украинцами защищать их свободу и их независимость от агрессии, российской агрессии. И как только конфликт притих, что мы получили? Мы опять украинскому руководству предложили подать на Россию в суд, Международный уголовный суд, за те события, которые произошли с нами 20 лет назад. Потому что они имели право, полное право юридическое подать на Россию в суд.
Вместо того, чтобы опять-таки поднять чеченскую тему и поднять те преступления, которые Россия совершила на территории Чечни, украинцы в первую очередь что сделали? Они выдали чеченцев, обвинив его в терроризме. По запросу России начали выдавать чеченцев России. Саакашвили в свое время, идя Путину на поклон, выдал общей сложности 35 чеченцев, которые находились по запросу России за то, что они оказывали сопротивление российским агрессорам. Вот эта вся несправедливость сегодня выливается. И что мы сегодня наблюдаем? Что происходит? Сегодня наравне с фашистами русскими, несмотря на то, что чеченцы все эти 8 лет находились на стороне украинцев и защищали украинцев от российских агрессоров, сегодня мы наблюдаем, одно слово произносит Кадыров, а дальше 4 раза говорят чеченцы. Чеченцы напали. Не чуть ли Чечня это как независимое отдельное государство, которое наравне с Белоруссией, с Молдавией, с Россией совершило агрессию против украинцев. Нет, дорогие вы мои, мы не совершали агрессию против Украины. Чеченцы, начиная с первого дня, что начались у вас проблемы с российскими агрессорами, с российскими фашистами, мы занимаем вашу позицию. Мы находимся на вашей стороне. Мы гибнем за вашу независимость в вашей стране. Пример этому бригадный генерал Иса Мунаев, который погиб еще в 2015 году. И сегодня спрашивать у чеченцев, что вы делаете во имя защиты украинцев или во имя победы над российским фашизмом, спрашивать у чеченцев, это по меньшей мере аморально. Мы заплатили в борьбе с русским фашизмом 300 тысяч человеческих жизней. И поэтому сегодня, когда нам задают вопрос, что мы делаем в Украине, даже спрашивают, вы как бы исполняем долг. Никакого долга у нас ни перед украинцами, ни перед грузинами, ни перед остальными народами у нас нет никакого долга. Все эти народы, включая все эти международные институты, они должны чеченцам и чеченскому народу за то, что они позволили сделать с нами то, что сделал Путин, и в кого они вырастили сегодня этого Путина. Мы не долг отдаем, мы просто боремся как можем с этим русизмом. Определение русизму 30 лет назад дал легендарный чеченец Джохар Дудаев, первый президент Чечни. Он заявил о том, что будет. Да, предсказывать это дело неблагодарное, но в данном случае мы понимаем, насколько он был прав, насколько он хорошо понимал суть этого русизма. И за эти 30 лет, благодаря и потворствуем всего международного сообщества и российского, если так его можно назвать, общества со всеми их либералами, которые сегодня перебежали в Европу и кричат отсюда, вот какой плохой Путин. Да нет, это ваше детище. Путин, это вы его создали на чеченской крови, господа либералы. Это международное сообщество создало Путина на чеченской крови, на крови чеченских детей. И сегодня задаваться вопросом или пытаться перекладывать ответственность за русский фашизм на чеченцев из-за того идиота, который Путин выкормил, из-за этого национал-предателя, из-за этого морального урода, который предал собственный народ, и которому Путин поручил сегодня высказываться по-всякому, по случаю и не случаю по поводу Украины и заверять весь мир в том, что чеченцы всецело поддерживают Путина в его агрессии. Весь мир понимает, кто такой Кадыров. Весь мир знает, что произошло с Чечней все эти 30 лет. И сегодня пытаться перекладывать ответственность за русский фашизм на чеченцев, я с этим категорически не согласен. И я призываю всех сегодня, и участников конференции, и журналистов, и политологов, и политиков, и политаналистов, всех, встаньте на защиту чеченцев сегодня. Да, сегодня убивают украинцев, но демонизируют всю нацию чеченскую.
и пытаются переложить ответственность путинского фашизма на чеченцев. Или, по крайней мере, хотят возложить часть этой войны на нашу нацию, которая заплатила в борьбе с этим русским фашизмом 300 тысяч человеческих жизней. 300 тысяч человеческих жизней. Поэтому я сегодня обращаюсь ко всем людям доброй воли. Что мы сегодня делаем? Что, да, мы сегодня наравне с украинцами с оружием в руках воюем против российских агрессоров. Мы наравне с другими политическими, общественными деятелями по всему миру участвуем в организации протестных акций. Мы сегодня создали волонтерские группы по всему миру и участвуем в сборе гуманитарной помощи. Мы, как Государственный комитет деоккупации, первыми объявили о своей готовности вооруженным путем оказывать поддержку украинскому народу. Что мы еще должны сделать и что мы еще можем делать в этой ситуации? Мы будем делать, мы будем помогать, но должны оценки ставиться правильные. И нужно четко уметь определять и разделять кадыровцев от чеченцев и от чеченской нации. Кадыровцы – это сегодня наши палачи чеченского народа. Да, они сегодня, выполняя волю Путина, какая-то часть из них оказалась в Украине в составе российской армии. Если говорить о процентном соотношении, это 0,005%, которые участвуют там. Однако вся это преподается и выдается, как будто они находятся в авангарде вот всей этой российской агрессии, и они решают самостоятельно какие-то задачи. Мы с этим не согласны, и мы призываем всех сегодня дать правильную правовую оценку тем событиям, которые происходят. Да, мы воюем сегодня за Украину, мы боремся сегодня за Украину, мы молимся сегодня за Украину, за их победу, потому что это будет нашей победой. Это будет развал Российской империи, которая гарантирует чеченцам и всем другим малым закабаленным народам и свободу, и независимость. И за это стоит бороться, и за это надо бороться. И мы будем, иншаллах, и бороться, и делать все, что от нас зависит во имя торжества победы украинцев над русским фашизмом.